Могла ли создательница романа о Франкенштейне, писательница Мэри Шелли, даже во сне подумать о том, что человек, сшитый из разных частей, это вполне себе реальность? Конечно же, самым немыслимым в этой истории кажется трансплантация головы. Даже сейчас, через 200 лет после издания Франкенштейна, это по-прежнему звучит как фантастика. Вот представьте себе недалекое будущее, в котором старые миллионеры платят за то, чтобы их головы пересаживали на тела молодых людей. Нет, вы просто задумайтесь. Таким образом, они теоретически получат возможность жить вечно. Жутко? Не бойтесь. Ведь от первой пересадки головы будет больше плюсов, чем минусов. Я позже объясню, почему. Кстати, наверное, я вас удивлю, если скажу, что подобная операция уже многократно проводилась за последний век. Правда, только на крысах, собаках и обезьянах. Но вот несколько лет назад итальянский нейрохирург Серджио Канаверо объявил, что первая пересадка человеческой головы состоится уже в декабре 2017 года. Совсем скоро. Можете загуглить, если не верите. А гуглить лучше через мобильный браузер Smart Search. Он позволяет быстро находить информацию из разных поисковиков и сервисов. Больше нет нужды скачивать отдельные приложения, что экономит место на устройстве. Также это единственный браузер, где можно сменить поисковик для поиска информации одним движением пальца. В Android-версии есть возможность скачивать видео с YouTube для офлайн просмотра. Ну и встроенный мощный блокировщик рекламы, который ускоряет загрузку страниц и экономит трафик. Средняя оценка почти 5 звезд в обоих сторах. Качайте и пользуйтесь. Ссылочки в описании. Итак, в преддверии исторической операции давайте представим, что же все-таки будет с человеком, если ему отрезать голову и пересадить на новое тело. Это действительно вопрос, от которого просто сносит голову. Извините за тавтологию. Давайте посмотрим, как же все начиналось. Впервые пересадить голову одной собаки на тело другой удалось физиологу Чарльзу Гатри. Он в 1908 году создал своего двухглавого пса, которого тогда еще называли монстром. Ну не знаю, как по мне, так двойная милота. Так вот, вторая голова была пришита к основанию шеи целой собаки. Американец соединил артерии таким образом, что кровь целой собаки текла через голову обезглавленного пса, а затем возвращалась и шла через голову первого животного. Эксперименты Гатри в 50-х годах прошлого века продолжил советский трансплантолог Владимир Демихов. Однако как в первом, так и во втором случае эти попытки не давали удовлетворительного результата, потому что пришитые головы плохо функционировали, и бедные собачки проживали не больше 1 недели. Помните мультсериал «Котопес»? Вот что-то подобное и получалось у первопроходцев этого дела. Но в данном случае 2 головы хорошо, 1 была бы все-таки лучше. Но не все сразу. Именно эти эксперименты вдохновили команду американского нейрохирурга Роберта Уайта, который в 1970 году замахнулся на пересадку головы от одной обезьяны на тело другой. Для операции взяли 2 обезьян – Мэри и Лулу. Перевязав каждый кровеносный сосуд, хирурги отделили от туловища голову обезьяны Мэри, и ее голова снабжалась кровью через сеть специальных трубок. Приборы показывали, что мозг Мэри жив. Это выглядело примерно как головы знаменитостей из «Футурамы». Последний этап операции заключался в соединении головы Мэри с обезглавленным телом Лулу. Хирурги сшили артерии и вены очень быстро, чтобы мозг не умер, а затем прикрепили мускулы и нервы. Когда закончилось действие анестезии, обезьяна открыла глаза и, о чудо, она видела и слышала, а через несколько дней ее уже кормили с ложки. Да что там, она даже пыталась укусить одного из врачей за руку. Вредная обезьянка. Хоть этот прорыв в некоторой степени был успешным, но проблема оставалась прежней. Животное не смогло насладиться долгой жизнью. Тем не менее, Уайт объявил, что следующим шагом станет пересадка человеческой головы. Это заявление подняло не только шумиху, но и ряд сложных философских вопросов. Что будет с человеком, если голову пересадить на чужое тело, и сохранит ли он свою личность после этого? И вот, человечество дождалось своего революционера. Знакомьтесь, Серджио Канаверо, итальянский нейрохирург, который последние 30 лет был одержим лишь одной идеей –
стать первопроходцем в области трансплантации головы. Он анонсировал свой план в 2013 году. Эта новость вызвала бурную реакцию. Страх, возмущение и даже смех. Это можно понять. Но совсем недавно Канаверу удалось более успешно, чем его предшественникам, провести операции по пересадке голов у животных. В интернете он опубликовал видео, где показаны все стадии восстановления мыши и собаки после операции. Скептики немного поутихли. Нейрохирург заявил, что это будет прорыв в сфере трансплантологии, который даст шанс на жизнь людям со многими тяжелыми заболеваниями, от спинальной мышечной атрофии до неизлечимых сейчас форм рака. И это действительно важно. Ведь если у Канаверо получится, то он, безусловно, впишет свое имя золотыми буквами в историю не только медицины, но и человечества вообще. Вы только представьте, сколько жизней он сможет спасти. Так в чем же главная сложность операции? Ответ – соединение спинного мозга. Многие нейрохирурги сомневаются, что при проведении операции на человеке действительно удастся успешно срастить спинной мозг и сохранить жизненные функции головного мозга. Ведь голова – это, по сути, не один орган, а целый комплекс. И риск осложнений, связанных с ее пересадкой, во много раз выше, чем при трансплантации одного единственного органа. В голове находится головной мозг, и пересадить ее, не повредив связанные с ним нервные окончания, практически невозможно. Но сам Канаверо оценивает свои шансы на успех в 90%. Итальянский хирург утверждает, что для такого сложного соединения необходимые технологии появились лишь только сейчас. Чтобы разрезать спинной мозг, хирургу понадобится специальный нож, который позволяет работать с погрешностью до 1 миллионной метра. Голова пациента будет временно заморожена, чтобы предотвратить кровотечение на время, пока будет идти соединение участков спинного мозга с помощью полиэтиленгликоля. Это вещество работает подобно пайке проводов, соединяя отдельные части отростков нейронов в единое целое. Канаверо предполагает, что для такой операции понадобится команда из сотни хирургов, около 36 часов и почти $15 миллионов. Поскольку проект будет финансироваться китайским правительством, пациентом станет гражданин Китая, а не, как планировалось ранее, россиянин Владимир Спиридонов, который не может двигаться из-за редкостного синдрома Вердинга-Хоффмана. Но что будет чувствовать человек, получив при старой голове новое тело? Изменится ли его личность? Возможно, что пациент не будет в полной мере ощущать себя самим собой. Другое туловище, другие конечности – это не только необычно видеть, но и ощущать тоже. Некоторые ученые предупреждают, что это может привести к неизвестным доселе уровням безумия. Хотя сам Канаверо всех успокаивает, предполагая, что с этой точки зрения пересадка головы очень похожа на пересадку лица. Потому что наше лицо – это то, как мы себя воспринимаем. Когда в прошлом обсуждалась первая пересадка лица, подчеркивалось, что это невозможно именно по психологическим причинам. На самом деле, сегодня, после 40 успешных пересадок лица, мы точно знаем, что оперируемые хорошо приспосабливаются к новому облику. Вернее, приспосабливается мозг. Поэтому нет никаких сомнений, что с психологической точки зрения к новому телу люди также смогут адаптироваться. Но возможен и другой вариант. Кора головного мозга запомнит расположение, форму и силу конечностей предыдущего тела. А раз их ощущение никуда не ушло, эти уже несуществующие конечности будут восприниматься как фантомные. Разумеется, что все это лишь только домыслы. Сама личность человека, перенесшего пересадку головы, может необратимо измениться. Правда, никто пока не может точно сказать, как именно. Что ж, остается только ждать. Я обязательно прослежу за этим воистину историческим событием ради того, чтобы поведать вам все в деталях. А вам стоит лишь подписаться на наш канал. Кстати, пишите в комментариях, что вы думаете про моральную сторону этой операции. Как считаете, это нормально, что человек данным образом, по сути, сотворит нового человека?